Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам цыганский расклад на декабрь. Отношения, любовь для близнецов. Посмотрим, что же ждет близнецов, какие события будут происходить в декабре и что в центре событий будет. Выпадает в эту позицию валет бубновый. И эта карта особенно хорошая для тех близнецов, которые ищут партнера. И особенно для тех, которые совсем недавно расстались с близким человеком. Потому что по этой карте вот обязательно приходит новый человек. То есть получается так, что одно ушло, да, и другое пришло. Это будет человек совершенно новый для вас. То есть это не то, что кто-то из ваших прежних знакомых. Это человек, которого вы увидите вот впервые, и отношения с ним могут перейти в довольно-таки длительные, стойкие. То есть есть такая возможность. Для тех, кто уже в паре находится, эта карта говорит о том, что возможен какой-то конфликт, может быть, какие-то мелкие конфликты, или, может быть, будут какие-то натянутые отношения, когда вы никак не можете договориться, никак не можете решить вопрос. И здесь, конечно же, большая такая, может быть, напряженность. И по второй карте, по вальту червовому, можно посмотреть, что же сделать для того, чтобы избежать вот этих конфликтов, избежать проблем. Карта говорит о том, что необходимо сделать все для того, чтобы ваш партнер чувствовал себя комфортно. Нужно, как сказать, достать наружу все свои самые глубокие чувства. Нужно позаботиться о том, чтобы ваш партнер чувствовал себя эмоционально комфортно. Нужно возродить в себе надежду, нужно постараться верить своему партнеру. То есть для того, чтобы чувства усилились, для того, чтобы ваша привязанность укрепилась, вам желательно, конечно, вот именно со своей стороны приложить усилия. Потому что иначе ситуация не разрешится. То есть обязательно вот усилия, как забота о другом партнере. То есть нужно будет, чтобы сдвинуть эту ситуацию с места, нужно будет обязательно, может быть, поступиться своими интересами временно. Да? То есть сделать так, чтобы сконцентрироваться на партнере, для того, чтобы он оттаял, для того, чтобы можно было решить все вопросы мирным путем. Далее, как вы будете себя чувствовать вот во время этих событий? Выпадает карта семерка пиковая, и она говорит о том, что вам будет довольно-таки комфортно. Вы будете, возможно, неожиданно поддержаны какими-то событиями, какими-то людьми, которые вдруг могут принести вам какие-то новости. Может быть, кто-то из старых друзей будет вас поддерживать, будет писать вам, допустим, какие-то там приятные поддерживающие сообщения, да, и вам будет от этого легче. Кроме того, эта карта говорит о том, что могут быть в это время оформлены какие-то документы официальные, которые тоже влияют на ваше настроение, на ваше самочувствие. Вам, в принципе, это должно быть на благо, то есть вам это будет приятно. Это не то, что какие-то новости неприятные, да, это не то, что какие-то документы, которые вас расстраивают. Нет. Это может быть все, что угодно. Это могут быть какие-то контракты, какие-то отчеты, какие-то, может быть, деловые даже письма, может быть, это поддержка друзей. В общем, все, что связано с какой-то информацией, особенно вот бумажной, да, каким-то образом будет вас поддерживать. И вот благодаря этому вы будете чувствовать себя лучше. Далее, следующая позиция. Как развиваться будут события в течение месяца. Выпадает карта туз трифовый, и она говорит о том, что у вас, в принципе, на душе все равно будет
такое умиротворение, такая уверенность в том, что все будет хорошо. Вы будете стараться как бы соглашаться со своим партнером, вы будете стараться какое-то единство создавать вот в вашей паре, в вашем браке, да, если вы уже вместе долгое время, если расписаны, да. То есть эта карта, когда вот на фоне такого хаоса у вас все-таки спокойствие на душе, потому что вы как бы ответственный человек, вы серьезный человек, вы настроены на прочные отношения, и вот эти мелочи, которые происходят, они вас как будто бы не трогают, как будто бы не касаются. То есть очень хороший, правильный настрой. Давайте теперь посмотрим, что у вас будет в голове в это время, о чем вы будете думать. И в этой позиции выпадает у нас девятка пиковая. Девятка пиковая говорит о вашем настрое правильном, хорошем. Вы настроены на стабильность, на безопасность. Вы надеетесь, что все будет благополучно в конце концов. Вы как-то очень верите в то, что вот ваши мечты о семейной жизни, о ваших отношениях, они обязательно осуществятся. То есть вы прям так твердо верите в то, что ваши отношения защищены, да и сами будете, в принципе, их защищать как бы изо всей силы. Вы очень практичный человек, для вас это очень важно, да, то есть чтобы отношения были стабильными. Давайте посмотрим, чего вы ждете. Выпадает карта восьмерка пиковая в эту позицию, и она говорит о том, что ждете вы, во-первых, такого как бы прекрасного союза двух самодостаточных людей, когда вы с уважением относитесь друг к другу, когда вы как друзья, когда вы как партнеры. Кроме того, вы ждете, что какие-то люди близкие вас поддержат, да? Когда друзья будут вас поддерживать, когда у вас будет приятное окружение, когда вы будете проводить время в обществе вот этих вот приятных людей. Далее, следующая позиция – это какие вы сейчас в отношениях. И здесь выпадает девятка бубновая. И она говорит о том, что вы как будто бы чувствуете вот на себе вот эту трансформацию, которая происходит в ваших отношениях. Что-то все-таки вот заканчивается, уходит, да, какой-то период, какие-то события происходят, когда что-то заканчивается и больше не возвращается, и другое начинается. И вот это ваше как бы поведение или ваши ощущения это отражает. Кроме того, эта карта еще говорит о том, что у вас в отношениях вот какое-то сейчас может быть испытание, которое будет заключаться в том, что чувства будут как-то спадать на нет. И вам нужно будет усилием сознания своего стараться держать их вот на должном уровне, стараться относиться к вашему партнеру хорошо. Вам нужно будет как бы с уважением к нему подходить. Нужно будет обязательно учитывать его желания. А это всегда трудно сделать, когда чувства как бы не горят у нас внутри. Да? Когда мы это все делаем из как бы, чувства, как сказать, из ощущения, что так надо, да, это всегда сложнее делать, чем когда чувства идут вот как бы сами по себе. То есть вот именно вот так вы будете в отношениях себя чувствовать. Как вас будут видеть окружающие люди? По семерке червовой вас люди будут видеть как человека очень мудрого, стабильного, который настроен на отношения, на долгие, да, который старается все сделать для того, чтобы отношения развивались, чтобы все было как бы радостно, чтобы все были здоровы, чтобы было прочное такое состояние дел. То есть вы даже не показываете вида, да, что вам трудно. То есть окружающие даже этого не замечают. Может быть, даже это плохо, может быть, об этом все-таки нужно говорить с близким человеком, чтобы он понимал, какой вклад вы вносите в отношения, как вы стараетесь, да, как вы себя
как-то преодолеваете, как вы осознанно относитесь к отношениям. Следующая позиция – это страхи и опасения, которые у вас в этом месяце могут быть. В эту позицию выпадает валет пиковый, и он говорит о том, что у вас страх довериться, открыться вашему партнеру. У вас страх каких-то серьезных чувств. Может быть, даже ваши мысли будут касаться рождения ребенка. Такое ощущение, что вы боитесь именно появления ребенка, потому что у вас еще нестабильные отношения, у вас еще не все ладно с взаимопониманием, не все ладно с материальным положением, возможно, и так далее. То есть вы как-то переживаете, считаете, что пока что рано заводить детей, да, пока вы еще сами не приспособились друг к другу, пока еще у вас такие перемены происходят в отношениях. Кроме того, эта карта говорит о том, что вы боитесь начинать что-то серьезное, да, вы боитесь каких-то новых, может быть, дел, может быть, ваш партнер хочет какое-то новое дело начать, или вы хотите начать какое-то новое дело, и вас вот мучают страхи, получится, не получится. Это тоже может отражаться на ваших отношениях. Также эта карта говорит о том, что вы можете не совсем правильно оценивать обстоятельства, которые вот складываются в вашей жизни. То есть можете как-то обманывать себя, что ли, как будто бы смотреть через розовые очки. То есть это вот из-за этого, кстати, страхи тоже могут быть, когда мы не говорим себе всей правды, когда мы стараемся приукрасить нашу жизнь. Наше подсознание как раз и выдает нам страхи, чтобы показать, что мы себя обманываем. Как только мы говорим себе правду, нам сразу становится легче и сразу страхи уходят. Давайте посмотрим, какой же результат будет у месяца, да, в ваших отношениях. Девятка червовая выпадает в эту позицию, и результат будет очень даже хороший. Придет какое-то либо важное сообщение, либо будут какие-то новости, либо какие-то бумаги придут, либо, в общем, что-то важное такое будет связано с бумагами, переговорами, поездками, может быть, какой-то новой информацией. То есть у вас вот эта тема очень важна в этом месяце. Кроме того, эта карта говорит о том, что события могут как-то очень быстро развиваться. То есть вы даже не будете успевать за ними. Но в любом случае эта карта хорошая. Это то, что поменяет ситуацию к лучшему. То есть вы из затруднительной ситуации очень быстро сможете выйти. Давайте теперь посмотрим, чего вам не хватает для того, чтобы вот месяц прошел хорошо. Давайте достанем карту. Шестерка пиковая выпадает в эту позицию. И шестерка пиковая говорит о том, что вам не хватает защиты, вам не хватает стабильности, потому что для вас стабильность, практичность, она выше чувств даже, она выше всего. То есть для вас, если нет надежности в отношениях, если нет чего-то стабильного, устойчивого, если вы не защищены, вы даже не можете проявлять свои чувства. То есть вы сразу переключаетесь в режим страха, опасения и даже не можете испытывать чувств никаких. То есть вот это вам не хватает защиты, вам не хватает устойчивости, стабильности. То есть нужно направить все усилия на то, чтобы у вас была защита, то есть чтобы вы были самодостаточны, чтобы у вас была возможность зарабатывать, чтобы вы могли чувствовать себя человеком, который всегда в любой ситуации сможет жить счастливо, успешно, решать все свои вопросы. То есть вот такой совет от карт. Следующая позиция, давайте посмотрим, совет. То есть это не совет, это чего не хватает у нас было, да? А теперь совет давайте посмотрим от карт. Выпадает в эту позицию король трефовый.
Но король трефовый говорит о том, что вам необходимо не бороться с препятствиями, да, которые возникают у вас в отношениях, а вам к ним нужно отнестись как, как к черной полосе, что ли, которая просто пройдет стороной и все. Это вот такое испытание чувств на прочность. Это в каждой паре всегда такое бывает. То есть прежде чем нам дается что-то хорошее и ценное, нас все время вот таким образом судьба испытывает на прочность. То есть нужно просто переждать. Да? На вот эти внешние какие-то вещи не стоит вообще обращать внимание. Это всегда бывает у всех, и поэтому просто пройдет стороной. Тем более быстро ситуации у вас разворачиваются в этом месяце. Так что не переживайте ни о чем. Все обязательно будет хорошо. Антисовет какой дают нам карты, посмотрим. Выпадает семерка трефовая. И она говорит о том, что не нужно нам обманывать себя. Не нужно думать о том, что могут ваши отношения распасться, да, или может там что-то случиться с вашими отношениями, чего бы вы не хотели. Эта карта говорит о том, что все, что ненужное, оно уйдет, а все, что ценное, оно останется обязательно. Эта карта говорит о том, что вам не нужно ни в коем случае ни себя обманывать, ни других обманывать. То есть вот если чувствуете что-то душой, да, то нужно вот именно так и говорить, так и действовать. Ну и, конечно же, не нужно пренебрегать интересами партнера. Это очень важно. Друзья, я желаю, чтобы только лучшее сбылось. Всего вам доброго. До новых встреч.